Кармаскалинский район, деревня Шаймуратова. Сюда с очередной рабочей поездкой отправился временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров. Деревня Шаймуратова раньше называлась Биштяки. Здесь 15 августа 1899 года родился Минигали Мингазович Шаймуратов, в будущем генерал-майор, командир легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии. За годы Великой Отечественной войны со своей дивизией Минигали Шаймуратов прошел более 4000 километров от Дона до Эльбы, совершая подвиг за подвигом. В деревне Шаймуратова есть музей Минигали Шаймуратова. Башкирскому национальному герою в 2015 году установили и памятник, символичную монументальную фигуру всадника. Здравствуйте, Ради Фаритович. Рады приветствовать вас. Эльвир Николаевич Мурадшин, глава сельского поселения. Ради Фаритович, мы сейчас находимся в парке имени Шаймуратова. Все наши мероприятия, посвященные празднованию, начинаются именно здесь. Здесь, значит, памятник генералу Шаймуратову был возведен в 2015 году. Значит, возведен он был при непосредственной поддержке и помощи министра культуры Российской Федерации Мединского, на открытии которого он тоже здесь присутствовал. Здесь у нас местные жители, которые тоже пришли поприсутствовать, возложить цветы к памятнику. Значит, памятник из бронзы. Ну, если вот, можно так выразиться, снят с последних фотографий, с одних из последних фотографий. Конное зимнее уже обмундирование. И конь тоже, соответственно, уже изучались строение лошадей, изучались поведение лошадей и как выглядят лошади именно в разные времена года. Вплоть до ворсистости зимней лошадей. Все это было изучено. Значит, открыли мы его в 2015 году. В 2015 году памятник везли с Москвы. Ну и грандиозное было событие и для Кармаскалинского района, и для республики. Парк был полон. Люди, местные жители приходили, бабушки, вот местные жители плакали. Накануне, когда установили перед открытием, жители все собрались и плакали. Далее Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Кармаскалинскому району отправляется в деревню Таунсегирова. Там, в честь 120-й годовщины со дня рождения Минигали Шаймуратова, запланирован большой праздник, концерт и военно-историческая реконструкция боя. Райфович, куда приехали мы? Мы приехали на место исторической реконструкции событий того времени. Вот все это посвящено дню рождения генерала Шаймуратова. Здесь привал на фронте. Бойцы на привале. Это фронтовые будни 112-й кавалерийской дивизии. А откуда БТР-то притащили? Наши? Это наши реконструкторы республиканские, соседних регионов. Вот. Все, устанавливают радиоточку. До дрожи. Да. А смотрите, как солнце сквозь эти пробивается. Прям как... Война войной, обед по распорядку, военной кухни. Вот смотри, вот это вот, как лучи удивительно вот пробивается, прям вот как Звенящая такая, как чистота. в кино, да. Солдат, вперед!
Солдаты, давайте быстрее, вас ждут! Вас ждут! Вас ждут! Очередь! Сегодня греча даже с мясом. Сперва солдатам, потом всем достанется! Всем хватит, всем! Ну, как? Хорошо? Все попробуйте, все! Айдак! Очередь, становись! Все! Хорошо? Все, нормально? Хорошо. Все, очередь! Амина, а кто вот эти люди? Это люди, мы попали в прошлое. Это люди, все жители нашей республики, все, кто в те далекие военные годы работал для того, чтобы приблизить День Победы. Это потомки тех людей, которые кровью и потом достали нам, вырвали из лап врага победу. Это артисты наших театров, это простые жители близлежащих деревень. Они все с удовольствием, с вдохновением, знаете, вот со слезами на глазах принимают участие в этих мероприятиях. Вы тоже честно. Рафич, о чем они говорят? Ну, просто письмо пришло с фронта, и они дают письмо, и кто танцует, пусть кто там кукарекает. Ну, вот такая традиция военная. Получил известие о том, что сын родился. Сын родился, пришла новость. Военный патруль, капитан Камалов, предъявите документы. Нету. Так, пройдемте со мной для выяснения личности в штаб. Пройдемте. Пройдемте. Для выяснения. Так, срочный Беркут на связь. Я подснежник. Беркут, прием. Я подснежник. Беркут. Товарищ командир, есть связь. Капитан, докладывайте. Что там у вас? Прорвали. Прорываются. Держаться, капитан. До последней капли крови держаться. До последнего солдата. Товарищ майор, ни шагу назад. Докладывайте. Вам срочная телеграмма. Товарищ майор, разрешите обратиться? Что там у тебя? Здесь неизвестные лица без документов. Товарищ командир, генерал Шеймуратов на связи. Так точно, в полном составе? Все здесь? Так точно? Выполняет ваш генерал? Есть! Ну что ж ты, Абдульманов, какие же это посторонние лица? Это наши гости, дорогие. Товарищ майор, виноват. Проходите. А могли расстрелять, да? Товарищи, добро пожаловать в 112-ю башкирскую кавалерийскую дивизию. Ура, товарищи! Ура! 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 Абдульманов, пока не лейтенант, ну будешь? Проводи наших гостей. Так точно, есть. Пойдемте после. Так, осторожнее, осторожнее, вся кавалерия пойдет. Будьте осторожнее. Ребят, Будьте осторожнее. Кавалерия пойдет сейчас. Возвращайтесь с победой! сейчас ознакомимся с жизнью тыла в годы войны. Здесь, значит, кони на привале, скажем так. Навес, где у нас загон для лошадей. Дальше же мы сейчас увидим, как в годы войны женщины трудились уже сами, кормля фронт и так далее.
провожают на фронт. Заготовка леса, сельское хозяйство. В принципе, как жил тыл в годы войны. Здесь ознакомим с работой наших поисковых отрядов. Кармаскалинские поисковые отряды участвуют активно в поисковой работе. В этом году, значит, работали в Ленинградской области, значит, в Московской области ездят, да, активно ездят наши ребята. Здравствуйте. Руководитель Заки Ахметович Бекбаев. Поискового отряда «Звезда» имени Шаймуратова. Вот наши поисковики 5 лет подряд ездят в Ленинградскую область. Да, на линии обороны Ленинграда. Оказался вот наш земляк, видите? Да, нашли родственника. Работает завхозом в первой школе в нашей. Торжественно было вручено ему. А останки нашли, нет? Останки тоже, да. Останки. Он туда ездил, сказал, ладно, мол, пусть остается в братской могиле. Мы его перезахоранивать сюда не будем. С его согласия. Но он подарил нам. Сказал, лучше пусть смотрит. И вот такие находки мы находим. И самое главное, конечно, цель-то поездки — это искать медальоны. Медальоны. Да, вот внутри. Вот он отворачивается. Ну, к сожалению, не все имеют медальоны, находим мы. Но бывает, что надписи на кружках, Либо на медальон, касках. либо Да. медали же были. Медали тоже находим, да. Пронумерованные, Продумерованные. Через них, да. Через архив Медобороны мы находим эти вещи. Ребята, Ребятам нравится, да? конечно, с удовольствием идут. С 14 лет у нас разрешается, в связи с тем, что есть уголовный кодекс за взрывоопасный предмет. И возраст не ограничен в дальнейшем. Здравствуйте. Вот эти такие ящики для переноски мин. Хвостовики. Ну, это обычно это иностранные производства. У нас обычно деревянные, а у них... Подкова. Да, вот. Кстати, там вот был обоз, вот мы нашли место, где обозники, но это было немецкие. Такие тяжеловесы, эти вот лошади. Простите, а из какой школы эти ребята? Это Старобавическая школа. Ну давай, показывай, как вы разбираетесь. Ну как же, тебе нужно было учить. А вы умеете? Да. Давай. Правильно девушка поступает? Шомпола только нет, да? Да. Так. Осторожно, там пальчик. Да. Самое главное, чтобы это никогда не пригодилось. Правильно? Ну, знать уметь надо. Вот сама документация, протокол эксгумации, все это документируется. А, это прям протоколом? Да, обязательно. Обязательно. Каждая Потому что это эксгумация. все-таки эксгумация. Поднимаем тела. Работаем мы щупом, металлодетектор. Здесь скопали мы разные предметы. И после обнаружения металла мы начинаем раскоп. Потому что приборы, которые обнаружил бы кости, таких не существует, к сожалению. И вот там, где обычно скопление металла, там должен быть боец. Идут раскопки. И потом все это мы каждую кость берем, останки, укладываем в баннер, протоколируем, какие переломы, все. Потому что это все уходит в архив Минобороны. Как страшно жить. И дальше идет, тут работаем со щупом, для того, чтобы все не перекапывать. Вот в этом году в Петербурге мы копали до 3 метров было. Находили после воронки, после взрыва, находили останки офицера на 3-метровой глубине. То есть это был большой котлован, который мы уже вырыли. Скажите, девчонки, а зачем вам это нужно все? Вот? Чтобы люди помнили своих героев, чтобы найти этих героев, чтобы они упокоенными остались. И просто чтобы продлить подвиг, чтобы люди как можно больше помнили. Спасибо. А сейчас мы непосредственно уже пройдем к трибуну, будем уже наблюдать за всем действием. Сначала
театрализованное представление. Мы увидим путь Шаймуратова от юности и до фронта. Значит, затем перейдем к просмотру реконструкции боя, потом уже театрализованное завершение. По всем местам, где прошли бои, я прошел пешком несколько раз. Теперь всюду возвышенно называли: вы наши башкиры, вы наши освободители. И в России, и на Украине. Я увидел, я был восхищен отношением местного населения к башкирам, к воинам и к сегодняшним башкирам. Это колоссально. Ну, это у нас в нашей культуре, в нашей истории это не исследовано и не оценено. Не оценено. Вот, и хотим поэтому дань уважения дать ту достойную, которую он заслужил. Я очень надеюсь, что вы прочитаете эту книгу. Почитаю обязательно. Ага. Рахмат. Эту книгу я сам написал. О чем она? Эта книга называется «Триумф и трагедия генерала Шаймуратова». Вот этим сказано все. Фамилия, имя, отчество. Шаймуратов Миннигали Мингазович. Дата рождения. Родился 15 августа 1899 года в селе Биштеке Кармаскалинского района БССР. Родители, родственники. Отец Мингазиддин был малоземельным крестьянином. Мать Биби Тайфа родила 5 детей, умерла от болезни в 1909 году. В марте 1919 года в Уфу вступили колчаковцы. Была объявлена мобилизация. Меня и еще нескольких парней забрали и увезли на пересыльный пункт в Уфе. 12 апреля 19 года был мобилизован в армию Колчака. 25 апреля 19 года бежал с призывного пункта и скрывался в окрестностях Уфы. В боях участвовал? Против Красной Армии? Нет, в боях против Красной Армии не участвовал. Сей документ датируется 1920 годом. Командование направляет вас, Миннигали Шаймуратов, учиться на 9-е казанские курсы татаро-башкирской кавалерийской школы. Будет выполнено. Командиры полка Миннигали Шаймуратова в генеральный штаб. Миннигали Мингазович, в ваших краях формируется 112-я кавалерийская дивизия, и руководство республики просит возглавить эту дивизию именно вас. Местом дислокации 113-й дивизии была определена железнодорожная станция Дема и ближайшие деревни. Я на камнях Урала высек песни, чтобы не стерлась память среди скал. Коль не вернусь обратно с битвы честной, то пусть меня помянет мой Урал. Олга, Урал Баркоттаре! Вперед! За Родину, потомки Салавата! В апреле 1942 года 112-я кавалерийская дивизия выехала на фронт. Прозвучала короткая очередь, и Мессершмитт заявил:
Красной Армии спешиваются и берут в плен врагов. По воспоминаниям участников таких боев было не 1 и не 10. Но именно после боев под городом Чернигов приказом ГКО СССР а 21 сентября 1943 года 16-й гвардейской башкирской кавалерийской дивизии присвоено наименование «Черниговская». И в честь войск, освободивших город Чернигов, в Москве был произведен салют 20 залпами из 124 орудий. Слава! Вечная слава героям! Память вечная жертвам войны! Поздравляю, Достар, дорогие друзья! Сегодня вся наша республика отмечает день рождения славного сына башкирского народа, генерала Шеймуратова. Счастлив тот народ, у которого есть герои. В войне счастлив тот народ, у которого есть такие герои, как генерал Шеймуратов. Потому что именно герои объединяют нас. Именно герои заставляют нас думать и помнить нашу историю, и понимать, что мы все одна большая семья. Именно герои дают нам силы жить в этом современном мире. Генерал Шеймуратов – уникальный сын башкирского народа, уникальный человек, генерал, военачальник, военный разведчик. Человек с уникальной и, к сожалению, очень трагичной судьбой. Мы будем всегда его помнить. Мы будем делать все, чтобы наши дети помнили о нем, гордились им и брали пример с него. Мы примем все меры для того, чтобы увековечить его память. Все эти годы правительство республики, общественные организации старались добиться присвоения генералу звания Героя Советского Союза посмертно. Я обещаю, что я приложу все свои силы для того, чтобы это случилось. И я уверен, нас поддержат. Мы также приняли решение, что на Советской площади, как раз на той площади, где в марте 1942 года генералу Шеймуратову было вручено звание кавалерийской дивизии, мы установим конный памятник генералу и сделаем сквер, который будет центральной точкой, где мы будем отправлять все самые главные почести нашим героям. Мы будем его хранить в наших сердцах. Он будет всегда с нами. Вечная память героям. Вечная слава генералу Шеймуратову. Спасибо, уважаемый Ради Халидович. Рашевич, а кто или что для вас Минигалия Шеймуратов? Хороший вопрос. Знаете, каждый выбирает, наверное, себе своего героя. Вот так. Вот так получилось, что уже, скажем так, в моей жизни он появился довольно поздно. Особенно я как-то увлекся его историей, вообще его личностью, уже когда работал в Москве. И меня просто поразило, знаете, как величие и трагизм его судьбы, его служения, что такой уникальный человек. До свидания, ребят. Спасибо. Спасибо. Для вас это очень важно. Конечно. Это для республики очень важно.